الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله. Бисмиллах, салату вассаляму аля расулиллах, ва аля алихи ва асхабихи ва ман валя. Пусть Аллах примет наше поклонение, простит нам наши грехи и умертвит, будучи мусульманами, со словами «Ла иляха илляллах, Мухаммад Расулуллах». Наш любимый пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, говорит: человек, который пришел в дом Аллаха для того, чтобы получить знания, то он получит награду, как будто совершил полноценный хадж. Дай Аллах, чтобы Он сделал наши намерения правильными, чтобы Он обещанную награду нам даровал и также даровал нам благую жизнь в этом мире и благой конец, и чтобы мы вернулись к Аллаху, будучи мусульманами, и зашли в рай и вечно наслаждались там. Альхамдулилля, по милости Аллаха, мы продолжаем цикл лекций тафсира 30-го джуза, и сегодня с вами поговорим сура Ат-Тин. Сура Ат-Тин — это переводится у нас как тин, переводится как инжир, это фрукт. И Аллах субханаху ва тааля в первом аяте Он клянется. Клянется чем? Ват-тини ваз-зайтун. То есть Он клянется инжиром и оливой, маслина. Если посмотреть на этот аят и задуматься, то эти фрукты, жемешлер, они растут на территории Шама. Шам — это нынешняя Сирия, Палестина, то есть это то место, где выходило очень много пророков и посланников к Бану Исраиль. И последним пророком, который вышел из этой местности, это был Иса алейхиссалям. И вот этот первый аят именно указывает на это. То есть Аллах субханаху ва тааля, Он клянется этими вещами, этой местностью. Бейтуль Макдис. То есть мы знаем, то есть и Иерусалим, который третий по счету, почитаемый у мусульман. Во втором аяте Аллах субханаху ва тааля опять клянется. И Он говорит: «Ватури синин». То есть Он клянется горой Синай. Эта гора чем известна? Там, где Аллах субханаху ва тааля не спосылал откровения. Кому? Какому пророку? Это Муса алейхиссалям. Муса, Моисей, ему Аллах субханаху ва тааля отправлял свои откровения. И в третьем аяте Аллах субханаху ва тааля опять клянется. Но уже клянется чем? «Вахадал баладил амин». Этот город амин, безопасный. И здесь, конечно же, речь идет о городе Мекка. Вот если кто был в Мекке, то он, наверное, замечал. То есть, когда человек, приехав туда, не зная ни языка, ни людей, ни города, он там ничего не боится. Ничего абсолютно не боится. Он может после ночного намаза, может быть, он в мечети Харам читал тахаджуд, один возвращаться в гостиницу и ничего не бояться. Почему? Потому что Аллах субханаху ва тааля именно сделал этот город безопасным во все времена. И даже мы знаем, перед судным днем, когда Масих Даджаль придет на эту землю и будет сеять фитну, раздор, то он не сможет зайти в два города. И один из них — Мекка. И вот здесь Аллах субханаху ва тааля клянется этим городом. Почему? Потому что это самый великий
и самый любимый, почитаемый у Аллаха город. И это тот город, откуда вышел, родился самый последний пророк, наш любимый пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям. И если посмотреть на эти 3 аята, Аллах субханаху ва тааля, чем он клянется? 3 местами. 3 места, где Аллах субханаху ва тааля возвеличил эти места. Чем? Именно выходом оттуда пророков. Еще каких пророков? Одних из великих. Мы знаем то, что среди посланников даже есть из 25 имен, которые нам известны, 5 самых великих. Это кто? Нух, алейхиссалям, Ибрахим, Муса, Аиса и пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям. И 3 из них упомянуты здесь. Да, косвенно, но они здесь упомянуты. И с какой же целью? Зачем? Зачем Аллах субханаху ва тааля 3 раза клянется? И такими великими местами. И это, мы, конечно же, знаем не просто так. И в 4 аяте Аллах субханаху ва тааля говорит: «Лакад халаканал инсана фи ахсани таквим». Вот в этом аяте и есть цель клятвы Аллаха субханаху ва тааля. То есть лакад, поистине Аллах сотворил человека фи ахсани таквим. Ахсан — это наилучшим образом. Кого он сотворил? Человека. То есть кто это человек? Это мы с вами. Каждый из нас. То есть Аллах субханаху ва тааля именно нам, людям, каждому из нас дал почет. Аллах субханаху ва тааля нас возвеличил. Как Он нас сотворил? Посмотрите, какой Он нам облик придал. Мы ходим прямо, в отличие от животных. Мы кушаем руками. У нас есть разум. Альхамдулилля, Аллах нам подчинил все, что вокруг нас. Для чего? Для чего? Чтобы мы поклонялись только Ему и больше никому. Он дал нам все, абсолютно все. И если посмотреть на сегодняшний день, как мы живем? Как живем? Альхамдулилля, у нас есть все абсолютно. Альхамдулилля, никто не голодает. Если посмотреть на наши одежды, альхамдулилля, никто в дырявой одежде не ходит. А наши жилища, альхамдулилля, они светлые, теплые. Но что же нам мешает поклоняться Аллаху? Должным образом даже мы, мусульмане, читаем намаз, и бывает такое на автомате. Даже не понимаем, что мы читаем. Бывает такое, то, что забываем, сколько ракатов прочитали. А если после саляма задать себе вопрос, какую ты суру читал? Ладно, суру Фатиха мы всегда читаем, да, ведь? А какую ты суру прочитал? Второй? Не знаю, не помню. Почему? Потому что мы на сегодняшний день, наша голова, а что самое важное, наше сердце занято чем? О чем мы думаем больше всего? О чем мы заботимся больше всего? Это о нашем положении вот в этом мире. Если посмотреть, как жили наши предки, у них, может быть, еда-то была на 1-2 дня, а сегодня у нас на неделю, на месяц вперед все есть, абсолютно все. Но, к сожалению, чего-то не хватает. Аллах субханаху ва тааля дал нам почет.
И мы должны это ценить и, конечно же, его благодарить. И дальше Аллах Субханаху ва Тааля, предупреждая нас, говорит: ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ. То есть тот, кто неблагодарный за все эти блага, которые у нас есть, а если их начнешь считать, то даже не то что тетради, книг не хватит. Их очень много, и мы к этим благам до такой степени привыкли, то что и не ценим их. Забываем благодарить. И вот здесь Аллах Субханаху ва Тааля нас предупреждает. Потом рададнаху, вернем его, то есть человека, асфаля сафилин, на самое нижнее место. И здесь уже ученые, у них есть два мнения. Первое, асфаля сафилин, это, конечно же, в огонь. В огонь, в ад, и мы знаем то, что в аду есть даракат, степени. Их 100. И в самом низшем, в самой последней степени будет гореть, конечно же, лицемер. Лицемеры, которые внешне проявляют свой ислам, а внутри они не уверовали. Если посмотреть на хадис пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, который приводит Сахих Бухари от Абу Хурайры, то пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, говорит: аятуль мунафики салата. То есть 3 качества. Ида хаддаса казаба. Если он говорит, то лжет. И давайте посмотрим. На сегодняшний день этой лжи очень много. Не то, что не у мусульман. Даже среди мусульман этого очень много. А ради чего ты лжешь? Ради чего? Ради того, чтобы себя спасти. Что-то больше заработать. Чтобы себе в карман побольше положить. Но нам же надо задуматься. Нас что ждет-то? Отчет. Вторым признаком лицемера является وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ. То есть, если он обещает, то он свое обещание нарушает. А это у нас сколько? Тоже подсчету не поддается. И третьим качеством является وَإِذَا تُؤْمِنَ خَانَ. То есть, он предает тебя. И здесь сколько договоров среди мусульман заключаются, и потом они нарушаются. Сколько их? Из-за этого каждый из нас должен задуматься. И не надо обманываться то, что ты намаз читаешь. Нет. Нету у нас в кармане гарантийного билета то, что ты зайдешь в рай. И мы, вот смотря на этот хадис, должны опасаться, а не я ли это. Если посмотреть, когда пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, назвал имена лицемеров Хузайфе, и он их записал, Умар ибн Хаттаб, рады Аллаху анху, опасаясь то, что он может быть вот в этом списке, подошел к нему и сказал: скажи, нету ли моего имени там? Кто Умар и кто мы? Давайте подумаем, задумаемся. То есть сколько он сделал для религии. Был вторым халифом, вторым человеком после пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям. И мы, многие из нас возгордились. Я ж в мечеть прихожу, намаз читаю. Но если посмотреть на утренний намаз, где?
Почему? Потому что еще одним признаком лицемера является, им тяжело приходить на ночной и на утренний намаз. Где мы? Почему нас нету? Заняты? Да, может быть, кто-то на работе, может быть, кто-то устал, но неужели все? Почему мы об этом не задумываемся? И друг друга не призываем, не помогаем, не подаем руку помощи. Давайте проснемся и будем готовиться к встрече с Аллахом. Почему? Потому что если мы не будем достойны этой религии, и самое главное, этого имана, который Аллах Субханаху ва Тааля нам подарил, Он нас может заменить и забрать вот этот иман. И Аллах Субханаху ва Тааля потом говорит: «Илля аллазина аману ва амилу салихат». То есть вот этот ад не попадет тот, кто уверовал. Но как он должен уверовать? Как? Не просто сердцем. Многие у нас говорят: ну я же верю в Аллаха. Я говорю: ля иляха илляллах Мухаммад Расулуллах. И все. Нет. Должно быть и поклонение. Мы должны поклоняться. Если посмотреть, во время пророка Мухаммада саллаллаху алейхи вассалям были люди, которые говорили: мы верим. Они верили в то, что Аллах Субханаху ва Тааля, Он есть. Если даже приводится в Коране, если ты у них спросишь, кто вам дает пропитание, они говорят: Аллах Субханаху ва Тааля. Они верили, но они не поклонялись. Из-за этого мы должны задуматься над нашим поклонением, на каком он уровне. И если же мы об этом не будем думать, не будем к этому готовиться заранее, то уже может быть поздно. И продолжение этого аята Аллах Субханаху ва Тааля говорит: «Фалахум аджрун гайру мамнун». И им будет награда неиссякаемая. Сколько ты захочешь, столько и будет. Просто надо чуть-чуть потерпеть. Жизнь. Сколько мы с вами проживем? Сколько нам осталось? Никто не знает. Но если на нас посмотреть, многие из нас уже кому-то 30, кому-то может быть 40. И пророк Мухаммад саллаллаху алейхи вассалям что сказал? Моя умма, то есть мусульмане, будут жить от 60 до 70. То есть половина уже прошло. А сколько осталось, мы не знаем. Из-за этого чуть-чуть потерпеть, проявить терпение, как Аллах Субханаху ва Тааля говорит: «Инна Аллаха ма'ас сабирин». Поистине Аллах с терпеливыми. Проявить терпение, и Аллах Субханаху ва Тааля даст нам благо, как в этом мире. То, что нам надо, Он дает. У нас все это уже записано. И, конечно же, инша Аллах, мы сполна получим в раю. Почему? Потому что Аллах Субханаху ва Тааля, Он аль-Адль, Он справедливый, и Он за каждую вещь воздаст сполна. Нам просто надо обращаться к Нему. Самое сильное оружие мусульманина — дуа, мольба. Как часто мы к Нему обращаемся? Как часто мы у Него просим? Он же любит это. Он отвечает на это. И также наш любимый пророк Мухаммад саллаллаху алейхи вассалям, сколько раз в день он просил прощения. И приводится в некоторых
риваятах от 70 до 100. Если посмотреть на суру «Иза джаа насруллахи валь фатх», да, то там речь о чем шла? Кто помнит? Именно вот в этой суре было указание то, что кончина пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи салям, она близка. То есть, когда мусульмане откроют Мекку, и люди начнут заходить толпами в ислам, тогда Аллах субханаху ва тааля что приказал делать пророку Мухаммаду, саллаллаху алейхи вассалям? Он сказал: восхваляй своего Господа и проси прощения. Из-за этого мы даже в намазе, где просим прощения? В каком месте? Между двумя саждами. Рабби гфирли, Рабби гфирли. Рабби, Господь мой, прости меня. Господь мой, прости меня. И вот так вот мы должны постоянно просить, обращаться. Дальше Аллах субханаху ва тааля говорит: «Фама юказзибука ба'ду биддин». Здесь Аллах субханаху ва тааля говорит нам: так что же заставляет тебя считать ложью после этого воздаяния? То есть опять-таки Аллах субханаху ва тааля обращается к человеку и говорит: что тебя заставляет считать ложью судный день? И если спросить у многих, то люди не верят в это. Они не готовятся к этому. Кто-то думает то, что есть переселение душ. Кто-то думает, что все, конец. Отживем мы эту жизнь и все. Но нет. Не бывать этому. Аллах субханаху ва тааля обещал то, что судный день он будет. И в этом нету никакого сомнения. И давайте зададим себе вопрос: насколько я готов к встрече с Аллахом? Насколько я готов отвечать вот в этот день? Самый важный наш экзамен. Что мы приготовили? Почему? Потому что если этот день, настав, мы здесь провалимся, то пересдачи уже не будет. Нету возможности. Из-за этого каждый из нас должен задуматься и готовиться к этому. И человек, которому Аллах субханаху ва тааля дал такой почет, величие, подчинил все, что вокруг него, как он может отрицать то, что судный день будет? Как? Аллах субханаху ва тааля задает этот вопрос. И потом говорит: «Алейса Аллаху би ахкамил хакимин». И разве Аллах субханаху ва тааля не самый лучший судья? Судный день, где люди не смогут ничего не говорить, кроме как с разрешения Аллаха только. И каждый будет отвечать за свои сказанные слова и сделанные дела. Вот здесь мы что скажем? Вот в этом мире, когда мы собираемся, мы говорим о чем угодно, но только забываем вспоминать. Время ж придет. Ответ нужен будет. Из-за этого каждый из нас пусть постарается напомнить другому: готов ли ты к встрече с Аллахом? И да, мы не идеальные. У каждого из нас есть недостатки, грехи.
Но Аллах Субханаху ва Тааля, Он прощающий. Он любит прощать. И как в одном из рассказов приводится, то, что однажды одна женщина, мать, она выгнала своего ребенка, выгнала сына. И когда этот мальчик вышел, и за ним захлопнулась дверь, он начал уходить, и потом понял, то, что ему некуда идти. Некуда идти. И потом он развернулся и подошел к этой двери, то есть к двери дома. И стоял, плакал и уснул. И потом, через некоторое время, мать, открыв эту дверь, увидела своего сына и говорит: ну я ж тебе говорила. И, проявив свою милость, она забрала своего сына обратно. И если посмотреть на Аллаха Субханаху ва Тааля, Он еще более милостивый, Он еще больше любит нас. Нам просто надо развернуться и постучать в дверь прощения. И Аллах Субханаху ва Тааля несомненно простит нас и возвеличит, проявит свою милость. И за это пусть Аллах Субханаху ва Тааля примет наше поклонение, простит нам наши грехи и умертвит, будучи мусульманами, со словами «Ла иляха илля Мухаммад Расулуллах. Субханаллах бихамдик. Шаду ан ла иляха илля ант. Астагфиру ва атубу илейх. Джазакумуллаху хайр». الله أكبر الله أكبر الله